Знание страниц истории в первую очередь своего края, родины, конечно, обогащает нас и позволяет чувствовать себя частью этой истории. Этим и объясняется возросший в последнее время интерес к прошлому. Не так давно в социальных сетях были опубликованы старинные фотографии, снятые в Якутии и хранящиеся в музее Германии. Публикация вызвала большое количество восторженных комментариев. Что это за фотографии, кто на них изображен и как эти фото стали достоянием общественности, узнаем далее. Эти фотографии, датируемые началом XX века, хотя, скорее всего, и были известны узкому кругу музейных работников, стали достоянием широкой публики лишь недавно, благодаря нашей землячке Галине Уильямс. Она, как историк, изучает деятельность американской арктической экспедиции «Жанетта» и во время исследовательской работы увидела их в цифровой библиотеке Германии и опубликовала на своей страничке в соцсети. Некоторые из этих фотографий, к примеру, Ивана Попова, известны, но есть среди них и неизвестные широкой публике снимки. Они-то и заинтересовали Алексея Пудова, и ученый сделал из них видеоролик, который вызвал широкий отклик у якутян. Много комментариев и интереса вызвали вот как раз фотографии, где снопы сушились на крыше якутских зимних юрт. И вот, скорее всего, это как раз были либо ячмень, либо рожь, ну, может быть, и пшеница. Вот количество может быть не такое большое, да, но именно высеваемая площадь была небольшая, и вот, видимо, вот это был как раз весь летний урожай, который сушился и в дальнейшем должен был пройти обработку обмолотом и так далее. Известно, что авторами фотографий, помимо художника Ивана Попова, в то время являлись этнографы Виктор Васильев и Павел Оленин. А заказы на сбор вещей и иллюстрированных материалов на территории Якутской области курировал купец-антиквар в Санкт-Петербурге по заказам музеев Германии. И этот интерес к Якутии был, скорее всего, не только этнографическим. Ну, я могу предполагать тоже, что еще и интерес был сугубо промышленного капитала со стороны Германии. Да, это накануне революции было все, как вы понимаете. И в 1912 году и Ленские расстрелы, Лена Голфиц, это британская компания, основной, так сказать, акционерное общество «Капитал». И был интерес, видимо, со стороны Германии. Еще знали, что Якутия – это уникальный регион, который обладает колоссальными природными ресурсами. Как бы то ни было, тогда фотографов интересовал обычный быт якутян. Орудие труда, способ передвижения, обустройство жилища, одежда – все это может дать современным ученым и сегодня пищу для новых исследований. Ну а простого зрителя впечатляют лица предков, каждый из которых индивидуален. В то же время все они, несмотря на всю тяжесть жизни того времени, по-своему сильные и красивые. Мне кажется, с философской точки зрения происходит интенсивный процесс самопознания самого себя. Вот когда человек смотрит изображение старинное, такое историческое, да, он как бы лучше понимает свое место в мире, в нынешней ситуации. Вот это очень-очень важно. В различных архивах и музеях мира хранятся множество образцов материальной культуры Якутии прошлых веков. Сейчас такие коллекции оцифровываются, и, как надеются ученые, в ближайшее время мы еще увидим много интересного и познавательного. Туяра Филиппова, Семен Семенов, Якутск.